Здравствуйте, это Якутия-24, в студии Влад Давыдов. Сейчас позвольте в прямом эфире вашему вниманию брифинг оперативного штаба по ситуации с коронавирусной инфекцией по республике на сегодня, 30 октября. Ольга Валерьевна, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. На настоящий момент на территории республики с возрастающим количеством выявлено 189 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 33 являются носителями новой коронавирусной инфекции. В городе Якутске количество случаев перешло за 100 случаев в сутки, 105 случаев. Необходимо обратить внимание, что практически в каждом районе республики сегодня отмечается непосредственно выявление тех или иных случаев. Сегодня на особом контроле оперативного штаба республики находятся случаи, которые происходят и имеют место в таких районах, как Нюрбинский район, Жиганский район, Намский район и, соответственно, Мирнинский район и Алданский. Сегодня необходимо обратить внимание, что в целом идет скоординированная работа, и основной задачей, которую власть сегодня ставит перед, прежде всего, учреждениями здравоохранения и, соответственно, перед органами местного самоуправления, это скоординированные действия. Если действия будут скоординированы, то тогда мы сможем совместными усилиями разрешить эту ситуацию. Единичные случаи заболевания, зарегистрированные в ряде районов, не дают какой-то определенной сегодня права на расслабление этим районам. И, безусловно, работа там также должна соблюдаться. Необходимо обратить внимание, что сегодня один из последних дней ограничений, установленных по указу главы Республики Саха-Якутия, к вечеру будет объявлено о соответствующих мерах, которые будут определены в дальнейшем в нашей республике. Сохранение же масочного режима, сохранение социальной дистанции и все меры, направленные на защиту нашего старшего поколения, остаются и будут оставаться в приоритете действий органов государственной власти. Как я и говорила на прошлых брифингах, на настоящий момент нами подписаны соответствующие заявки, и федеральный бюджет принял решение, вчера это было анонсировано на уровне высшего руководства страны, о выделении денег субъектам Российской Федерации. В целом сегодня цифры и суммы доведены до субъектов Российской Федерации. В целом республика получит дополнительно 254 миллиона рублей, 217 миллионов с половиной рублей на ковидные, на борьбу с коронавирусом и 36,5 миллионов рублей на лекарства для амбулаторных больных. Я думаю, что сейчас вновь в субботу-воскресенье у нас будут работать как финансовые службы, так и службы Министерства здравоохранения республики, финансовое казначейство на местах, в наших больниц, бухгалтерии, для того, чтобы непосредственно разрешить эту ситуацию. На настоящий момент наши лаборатории, несмотря на то, что возникает ряд сложностей, таких как поломки оборудования, выход из строя, именно даже железо уже сегодня выходит из строя, но тем не менее в республике за сутки продолжают проводить исследования. Около 6 тысяч исследований по коронавирусной инфекции проведено за последние сутки. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, у нас впереди выходные дни. И перед каждым выходным днем, конечно, каждый должен понимать и, в общем-то, не разрушать тот круг контактов, который у них до этого был. Не доводите систему здравоохранения до случаев тогда, когда нам вновь придется реагировать на то, что люди не госпитализированы. Безусловно, мы должны это делать совместными усилиями. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое. Это был традиционный брифинг оперативного штаба республики по противодействию коронавирусной инфекции в прямом эфире.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству финансов и Министерству здравоохранения сегодня же довести до регионов средства на бесплатные лекарства для больных коронавирусом, проходящих лечение на дому. Чтобы руководители субъектов России максимально быстро организовали закупки необходимых лекарств, средств индивидуальной защиты и обеспечили транспортное обслуживание пациентов с коронавирусом и медицинского персонала, заявил Михаил Мишустин на заседании правительства. Президент Владимир Путин на форуме «Россия зовет» заявил, что в 2021 году объем средств федерального бюджета, который выделяется на финансирование сельской ипотеки, планируется увеличить практически в 3 раза. По данным Кабмина, на сельскую ипотеку в 2020 году направили 1,5 миллиарда рублей, что позволило улучшить жилищные условия 26 тысячам семей по всей стране. Отделение Пенфонда по Якутии сообщает о новом графике приема граждан в клиентской службе управления ПФР в городе Якутске с 1 ноября этого года. Личный прием граждан будет проводиться по 3 рабочим дням недели. Это понедельник, вторник и четверг с 9 утра до 8 вечера. В связи с принятыми профилактическими мерами по нераспространению новой коронавирусной инфекции, прием граждан ведется строго по предварительной записи. Записаться можно по телефону горячих линий на сайте Пенсионного фонда. В рамках совместного проекта Якутии с компаниями «Недо», «Русгидро» в Тикси до конца года планируется ввести электродизельный комплекс, а также ветропарк. Работа ведется и по инвестиционной программе «Сахаэнерго». В этом году планируется ввод в эксплуатацию дизельной станции в селе Урикское Алекминского улуса, автоматизированной дизельной станции в селе Такума Верхоянского района и в селе Алагардах Верхоянского района станция введена в пусконаладочном режиме. Проработать меры по модернизации, реновации и строительству флота, а также дноуглубительной техники предприятий Ленского бассейна договорились представители региональных властей Якутии, Иркутской области и экспертного совета Росморречфлота. На совместном заседании также подвели итоги навигации. Навигация этого года запомнилась нам не только пандемией, но и низкими уровнями воды в реках Алдан, Амга, Вилюй и Яна. Несмотря на сложности, благодаря слаженной работе всех участников Северного завоза, мы полностью выполнили поставленную задачу по гарантированному завозу жизнеобеспечивающих грузов внутренним водным транспортом. Это отметил исполняющий обязанности председателя правительства республики Андрей Тарасенко. Компания «Колмар» приступила к строительству второй очереди шахты Инаглинская и обогатительной фабрики Инаглинская-2. Получены положительные заключения экологической экспертизы и главной государственной экспертизы на проектную документацию, также разрешение на строительство второй очереди шахты и фабрики. Реализация этих проектов позволит вывести объекты ГОК Инаглинский уже к 2023 году на производственную мощность 12 миллионов тонн по добыче и переработке угля в год. Продолжается строительство спального корпуса на 200 мест для психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов в Алекминске. Эта стройплощадка начала работу в рамках исполнения национального проекта «Демография». Общая площадь здания составит более 7 тысяч квадратных метров, а стоимость порядка 600 миллионов рублей. Подробнее в материале Елены Фаст. Работы по строительству спального корпуса на 200 мест идут по плану. На эти дни заборена 481 свая. Кстати, каждая из них действительно имеет свой номер. Отсыпано около 19 тысяч кубов. Эти работы продолжаются. Завершен нулевой цикл на блоке В. Полное здание будет состоять из 3 блоков, соединенных между собой переходом. Вот этот блок А, это блок Б, тот блок В. Там переход с блока идет. На блоке А ведутся опалубочные работы. У нас идет сейчас распалубочные работы в корпусе В, которые мы выполнили по цокольному перекрытию. Продолжаются, опалубочные работы по корпусу А. Выполнена отмостка в корпусе А по плану.
И идет у нас вот земляные работы в корпусе Б. Планировка под зданием, под отмостку. И у нас на этот год по графику, значит, идет перевыполнение по цокольному перекрытию в корпусе В, но у нас сейчас остается вот отмостка по зданиям корпуса Б. Остальное мы еще выполнили. К весне в планах полностью подготовить опалубку и завязать каркас с тем, чтобы при заданной температуре залить бетон. Для беспрерывной работы и выдачи бетона необходимого качества завезен и установлен бетонный узел, который в день может выдавать 120 кубов. Она полностью компьютеризирована. По программе, значит, выдается именно такая марка бетонной смеси или раствора. Как видите, мы уже накопили к следующему сезону, значит, инертные материалы. И также в достаточном количестве имеется цемент. Объем произведенных работ значителен, особенно учитывая сложность грунтов на территории. Под глиной залегает скальник или доломит, который усложняет работу по установке свайного поля. Работы будут продолжаться в течение зимы. Сдача объекта запланирована на 2022 год. Елена Фаст, Максим Копылов, Алёпинск. В Вилюйском районе в эти дни проводятся комплексы противопожарных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров в жилом секторе семьям, находящимся в социально опасном положении. В ходе профилактических рейдов инспекторы пожарной службы посетят места проживания семей, находящихся в группе риска. Кроме того, они раздадут материалы о соблюдении мер пожарной безопасности и современных системах обнаружения и тушения пожаров на ранней стадии. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, многие учащиеся школ переведены на дистанционную форму обучения. В связи с предстоящими каникулами, пожалуйста, не оставляйте детей одних, научите им правил поведения при пожаре, объясните пожарную безопасность электрических приборов, не включайте без надобности обогреватели. В Амгинском районе в эти дни прошли гражданские выходные в онлайн-формате. Это мероприятия, направленные на развитие гражданского общества. 2 дня представители некоммерческих организаций получили консультативную и практическую поддержку от экспертов, ресурсных центров и других общественных организаций. Участники также узнали о правилах и деталях подготовки проектов к участию в президентских грантах, о мерах поддержки НКО, подробностях оформления бухгалтерской отчетности и другой документации по грантам и субсидиям. Сегодня в Амгинском районе действуют 132 некоммерческие организации, многие из них принимают активное участие в грантах. У нас в Улусе всего работает 132 НКО. Из них 62 – это Тюльбе и 69 различных организаций общественных. Из них 8 организаций зарегистрированы в Министерстве юстиции. И остальные зарегистрированы в местных администрациях наследников. И у нас вот гражданские выходные проходят впервые. У нас был план в начале года, но, к сожалению, из-за пандемии было перенесено. И сегодня мы проводим в онлайн-режиме. Все наследники у нас имеют оптоволоконную связь, поэтому все подключены. И программа очень интересная. Тут организаторами являются Департамент местного самоуправления, Министерство молодежной и социальной коммуникации. Фестиваль «Зима начинается с Якутии» и пройдет с 25 ноября по 1 декабря. Одно из главных туристических событий, которое успешно популяризирует якутский холод и северное гостеприимство, в этом году впервые пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщила министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Ирина Высоких. Цитата: «Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в организацию фестиваля, и мы решили, что фестиваль все же состоится в этом непривычном для нас формате и даст старт новогоднему шествию по всей стране. Мы погрузим наших гостей и участников фестиваля в предновогоднюю атмосферу Якутии, покажем, как самый холодный регион северного полушария первым в России встретил зиму», отметила министр Высоких.
Синематики – это часть видеоигры, где геймер не имеет возможности управлять персонажем. Такие видеовставки часто называют CGI-роликами. Они используются для того, чтобы продвинуть сюжет игры и показать развитие персонажа, также заинтриговать геймеров пройти следующий этап. О том, кто стоит за созданием CGI-роликов в популярной игре King's Bounty 2 в материале нашего московского корреспондента Айсены Бурнашовой. Компьютерная игра King's Bounty 2 – одна из старейших серий ролевых игр. Ее официальный выход ожидается в марте следующего года. Стратегия с пошаговыми боями и режимом приключений. В игре будет представлено сразу несколько архетипов людей. Армия будет идти против армии. Экшн-действия, пейзажи, общение персонажей представлены в синематиках. Этой кинематографичной частью занимается целая команда, включая якутянина Евгения Федотова. Мультипликационные вставки между кусками геймплея. То есть, когда мы хотим показать что-то интересное, красивое, сакцентироваться на чем-то и сделать это, скажем так, лучше, чем геймплей. Раскадровки, гейм-сценарий, трехмерная анимация – это то, с чем работают создатели CGI-роликов. Важно визуальное повествование, отмечает Евгений. Поэтому вся команда следит за тем, чтобы продукт стал не просто классическим фэнтези, но и отчасти правдоподобной, почти реальной историей. У нас есть люди, кто работал в кино, в VR. Мы же берем какие-то вот куски сценария, которые нам отдаются для реализации в виде синематиков. Вот тогда уже создается раскадровка, обсуждается сценарий, потом по ней делаются драфты, мы едем на макап-студию или там, допустим, делаем какие-то ручные анимации. В сфере гейм-синематиков Евгений уже 5-й год. За спиной еще 15 лет работы над комиксами. И если заниматься статичными рисунками может практически каждый, кто дружит с карандашом, то наполнять жизнью динамичные CGI-ролики дано далеко не всем, признается Евгений. 2 недели кропотливой работы умещаются в 2 минуты остросюжетного ролика. Все-таки трехмерная анимация – это во многом техническая часть. То есть, конечно, нужно быть аниматором талантливым. Трехмерный мир пока что, он все-таки во многом нереальный, это скорее ближе к мультипликации. Соответственно, понятие веса, динамики, тайминга движения, это все нужно чувствовать самостоятельно. Выход культовой игры King's Bounty 2 потрясет игровое сообщество. Создатели обещают, что это будут не просто тактические сражения, удивит геймеров и нелинейный сюжет. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на канале Якутия-24. Будьте всегда в курсе. Берегите здоровье, носите средства индивидуальной защиты.